Добрый день, хайырлы күн. Меня зовут Африт Бустанов, я историк, и у меня уже есть опыт говорения на улице, то есть с аудиторией, которая не специализированная, а просто которая интересна. И вообще я очень признателен этому проекту и благодарен, что есть такая возможность нашего общения, поскольку очень часто существует дистанция между теми людьми, кто занимается наукой, и широкой аудиторией, которая очень интересна, но узнать что-либо редко когда получается. Поэтому и для меня это большая честь и большая возможность что-то донести до широкой аудитории. И я думаю, что каждый из вас что-то интересное для себя извлечет из нашего общения. Я надеюсь, что это будет диалог, не только я буду что-то говорить, уверенно или нет, но и я хотел бы, чтобы вы задавали свои вопросы, прямо или косвенно связанные с нашей темой сегодняшней. Если можно нам показать слайд, собственно, сегодня мы с вами будем говорить о татарских рукописях. Работает ли презентация? Ну ладно. Собственно говоря, любому исследователю, да и, наверное, каждому человеку, который занимается любым трудом, важно время от времени себя спрашивать, а зачем это нужно? Да, то, что ты, собственно говоря, делаешь. Особенно, если ты посвящаешь этому всю свою жизнь, большую часть своего времени. Да? И поэтому я решил начать наш сегодняшний с вами разговор с этого вопроса. А зачем это вообще нужно? Зачем нужны татарские рукописи? Зачем их изучать? К чему это все, да? И наш следующий слайд, собственно, предлагает несколько ответов на этот вопрос. Собственно говоря, первый ответ на этот вопрос самый амбициозный. Что татарский, самый амбициозный, самый простой, чтобы лежащий на поверхности. Татарская рукописная традиция является неотъемлемой частью исламской культуры, исламской цивилизации во всем мире, да? И, соответственно, арабографической, арабоязычной, мусульманской книжной традиции. Вот на YouTube, многие из вас, особенно молодые люди, могут пользоваться интернетом, YouTube. Есть такой ролик, который, собственно, посвящен исламской рукописной традиции. И там можно себе представить, насколько это крупное, выдающееся и очень ценное, уникальное культурное явление, исламская книга. Так вот, татарская рукопись, она является частью этого большого мира. Да? Те самые сотни тысяч, миллионы, наверное, книг, которые были созданы за последние 14 веков существования ислама, к ним органичной частью примыкает и татарская книга. Это мы в течение следующего часа должны будем иметь в виду. Второй ответ на этот вопрос, который, собственно, не очень, наверное, на поверхности лежит, это то, что татарская книжность, она еще является частью, и, собственно, исламская культура, она является частью российского общества. Несмотря на то, что иногда, может быть, говорят средства массовой информации или что нам говорит телевизор, все-таки на территории современной Российской Федерации, а до этого в Советском Союзе, в Российской империи, ислам и мусульмане являлись органичной частью тела государства. Да? Никак захочешь, никак ты не вытащишь ислам. Нельзя его отрезать и при этом сказать, что российская культура, российское государство, российское наше общество, она останется тем, каким мы его знаем. Нет, это часть органичная. Да? Поэтому, то есть, говоря о татарской книжности, о татарской рукописной традиции, мы, с одной стороны, выходим на большой культурный мир ислама, да? С другой стороны, мы должны иметь в виду русскую, российскую культуру. И, наконец, последнее, что я здесь написал, это то, что когда мы говорим об исламе, о рукописях и татарской истории, это не разговор о чем-то экзотическом. Это не какая-то заморская страна, это не какие-то образы никому неизвестного там старика Хаттабыча или каких-то непонятных текстов, которые никому не знакомы. Это, опять же,
тот мир, который нас окружает. Те имена людей, точнее, люди, чьими именами названы улицы, это топонимика, это родственники, это произведения, которые проходят или проходили в школе и так далее. Это мир вокруг нас, это часть нашей жизни. Поэтому вот такой, наверное, простой ответ на то, зачем нужны татарские рукописи и зачем это нужно изучать, почему должны быть специалисты по этому поводу. На следующем слайде я постараюсь немножко рассказать о том, что, собственно, я имею в виду, когда говорю о рукописной традиции. Да, вот. Рукописи понятно, что-то написанное рукой. Традиция, собственно, вот это когда из поколения в поколение в течение длительного времени, сквозь века происходит передача информации и книжности. Если говорить о цифрах, то в России сохранилось порядка 100 тысяч рукописей на арабской графике, начиная с 12 примерно века, вы думаете, да, 12 век, по фактически современности. Последние рукописи, написанные на арабской графике, примерно датируются 1980-ми, даже 90-ми годами. Это цифры, которые включают в себя регион современного проживания мусульман в России, то есть это Западная Сибирь, Поволжье и Северный Кавказ. А крупнейшие собрания рукописей этих находятся в Казани. Пожалуй, Казань, наверное, рекордсмен в этом отношении. В Санкт-Петербурге, в Уфе и в Махачкале. То есть вот специалисты для того, чтобы изучать эти памятники, они отправляются туда. Но здесь также важно, вот в том числе почему я люблю общаться с широкой аудиторией и делаю это довольно часто и с удовольствием, потому что по-прежнему, вплоть до современности, очень много рукописей по-прежнему находится у населения. И иногда можно в деревнях и в городах находить целые библиотеки и архивы как обычных людей, чья-то бабушка была образованной женщиной и на досуге переводила арабскую поэзию на татарский язык. Ну, чем заняться пенсионерки. Либо известных людей. Да? Когда я жил в Петербурге в течение последних 5 лет, у меня был сосед, отец которого был муфтием, и у них, так сказать, дома семейный архив, связанный с его отцом. Переводы Корана, тафсиры, проповеди, личные письма, поэзия. Все там в порядке в этом смысле. И когда ты обращаешься к этому материалу и понимаешь контекст, да, понимаешь эту глубину хронологическую и ощущение традиции, да, что это не просто что-то написанное одним дедушкой или бабушкой, а это именно часть вот этой большой культуры. И люди, которые это писали, они сами находились вот в этих жанрах, в этих ощущениях, в этих допущениях, каких-то шаблонах, как нужно писать, как нужно об этом говорить, как это нужно хранить. Да? Вот об этих вещах мы немножко сегодня поговорим. Я думаю и надеюсь, что у некоторых из вас возникнет ощущение, что где-то я что-то такое слышал, чувствовал, ощущал, и мне это знакомо. Я, собственно говоря, составил нашу презентацию в таком немножко диалоге с самим собой или с предполагаемым слушателем, поэтому на следующем слайде мы увидим следующий вопрос. Собственно, а что особенного-то? Ну хорошо, татарская рукопись, да? Много ли разных народов и много ли там разных традиций книжных или литературных? А что особенного в татарском случае? И на самом деле татарская рукописная традиция, она интересна во многом вот своей такой гибридностью. Такое заумное слово гибридность. Использованием различных языков для вот своего посыла, для общения с читателем, для передачи своих мыслей. Я с вами сейчас говорю в основном на русском языке. А когда открываешь татарские рукописи, выясняется, что начинается она, может быть, по-арабски, да, с восхваления Аллаха, затем его пророка и так далее, и так далее, и так далее. Потом идет татарская часть, объясняется, почему эта рукопись сочинения была создана.
потом приводится какой-нибудь стих на персидском языке, и там объяснение, опять же, по-арабски или по-татарски. Это все идет, идет, идет. И где-нибудь в тексте, в зависимости от тематики, могут быть от тематики и от автора, да, к чему он привык, мы можем видеть какие-то русские заимствования в речи, в словах, которые в разном виде, либо они могут заимствоваться и каким-то образом усваиваться, да, например, вот как слово «тарелка», оно в татарском языке «талинке», да, то есть вроде бы русское слово, но оно как превращается в легко произносимое, удобоваримое татарское слово. А могут быть какие-то слова, которые напрямую в том же виде переходят в татарский язык и пишутся на арабской графике. Да, то есть можно внешне видеть так, как будто это какая-то арабская книга священная, там Коран, да, что-то такое великое. А открываешь, а там жизнь кипит в этом тексте. Там люди отправляют вот эти месседжи и взаимодействуют с целым корпусом языковым и культурным, такими культурными ареалами. И эти ареалы, собственно говоря, здесь перечислены. То есть, когда мы видим в рукописи арабские тексты, мы должны иметь в виду богатую арабскую литературную традицию, которая была известна татарам в 17 веке через Дагестан. И Дагестан вот, на Северном Кавказе, он славился своей грамматической традицией, и он фактически был таким островком классического арабского языка на Северном Кавказе, можно себе представить. Да? И отчасти до сих пор это сохраняется, когда люди, практически, можно сказать, образованные мусульманские ученые, способны говорить на классическом арабском языке, на языке Корана. Да, если, скажем, многие арабы говорят на фусхе, то есть говорят на местных диалектах, и используют литературный язык только при научных спорах, либо в мечети, то, собственно, вот в Дагестане тоже можно найти таких вот представителей именно образованного исламского сословия. И мы можем видеть, что и в среде татар такие люди тоже были. С конца XIX века мы видим, что вот этот канал через Дагестан, он как-то ослабляет свое влияние, и с конца XIX века по сегодняшний день, можно сказать, татары предпочитают напрямую обращаться к центрам образования и учености на Ближнем Востоке. Вот, мы об этом поговорим более подробно, я вам покажу примеры. Наиболее, наверное, такое необычное и для широкой публики наиболее, наверное, неизвестное такое направление — это тот факт, что татарская культура на протяжении столетий находилась под влиянием персоязычного культурного мира. Это легко показать, например, тем, что очень популярен у нас до сих пор плов. Да? Среднеазиатское блюдо. Или, скажем, какие-то другие тоже кулинарные предпочтения, они как раз вот оттуда идут. И вместе с этими бытовыми вещами к татарам пришла и литература, и язык. Были некоторые выходцы из Поволжья, которые еще даже в XIX веке учили своих детей персидскому языку. Они дома разговаривали на фарси. Да? В деревнях вокруг Нижнего Новгорода находили рукописи, татарские рукописи с поэмами, со стихами на персидском языке, датируемые XIX века. Это значит, что не только татары воспринимали эту персидскую культуру через тексты, запоминали их, изучали в медресе, декламировали. Да? То есть вот, если у кого-то есть в друзьях таджики, скажем, или узбеки, для среднеазиатской культуры до сих пор очень характерно знание стихов и умение их декламировать. Это культивируется. Уровень образованности, критерием образованности является знание стихов и знание языка. Если ты много стихов знаешь и можешь их красиво, страстно декламировать, то, соответственно, ты достоин внимания. Если нет, то в коридоре можешь постоять. Соответственно, вот татары до конца XIX века были частью этого мира. И источником этого вдохновления и этого персидской культуры была Бухара. Бухара с ее мавзолеями, с ее культом святых,
с ее многочисленными медресе и богословами. Туда на протяжении столетий татары ездили учиться. И с собой привозили привычки и литературу. Третье — это, конечно, безусловно, с одной стороны, богатство внутреннее. Мы говорим татары, татарская культура, татарская литература, но она всегда, как море или речка состоит из множества ручейков, так и татарская литература, татарский язык, она состоит из множества диалектов, говоров, нюансов и так далее. И для книжности, конечно, это очень важно, для литературного языка. Особенно приятно бывает видеть какие-то нюансы, когда, скажем, сибирские татары, сибирские бухарцы передают те звуки, которых нет в литературном языке, через определенные знаки. Например, если в литературном чай, да, чай, то у сибирских татар это цой, да, как «ц» передать. Они писали там определенные значки, ставили. Или, скажем, мы видим диалектальные особенности в лексике, когда там хлеб — это не ипи или икмяк, это нон, тоже персидское, да, заимствование. Это по-прежнему существует, и в литературном языке, в книжности это большую роль играет. Вот эта гибридность, она, конечно, служила большим таким подспорьем для того, чтобы авторы, к чему я это все рассказываю, да? Авторы и переписчики, у них в руках был широкий ассортимент инструментов для того, как общаться с читателем и какого читателя иметь в виду. Деревенскую аудиторию простую, для которой там частушки, стихи и там какие-то анекдоты достаточно. Либо более рафинированная аудитория, для которой там нужны, сказать, стихи высокого порядка. Да? То есть это вот все так довольно все подвижно. И, наконец, очень важно, да? В последнее время, вот за последний год, полтора-два, много разговоров о русском языке, о статусе русского языка в татарской среде. И надо сказать, что если говорить о реалиях, да, и немножко вот эту политизированность приподнять, то, конечно, для татар уже давно русский язык не чужой. И произошел этот процесс культурный, который я называю присвоением, так, в кавычках. Не просто освоение языка, когда ты учишься языку для того, чтобы как-то там преуспеть, а именно присвоение его статусов, его как символического капитала и, соответственно, использование в текстах наряду с персидским, арабским, османским и так далее. Да? Так же, как и с русским языком. И пример, в принципе, это хорошо очень виден на следующем слайде, визуально. Вот перед вами одна рукопись, то есть вот на бэкграунде, то есть основной текст, который здесь есть, это текст делопроизводственный, откуда-то из канцелярии одной там. И, соответственно, сверху написан текст по арабской грамматике. То есть это хорошая такая иллюстрация визуальная того, как происходило взаимодействие разных культур, разных способов говорить, разных репертуаров и график даже. Да? Более сложная структура бывает, когда, скажем, текст полностью на арабской графике, и нужно быть специалистом, чтобы понять, как вот автор или переписчик он взаимодействует с этими инструментами языковыми. Но здесь вот можно визуально себе представить, как это было. Поскольку мы с вами находимся в Альметьевске, то многие из вас могут спросить, а мы тоже как бы часть этого всего? Собственно говоря, вот на следующем слайде я постарался немножко это суммировать. На самом деле территория Закамья, и я, может быть, попробую конкретизировать, что я имею в виду территориально дальше, чрезвычайно богато на рукописное наследие. Это подтверждается специальными экспедициями, и можно даже далеко не ходить. Сегодня мне Полина позвонила буквально 1,5 часа назад и сказала: Альфред, нужны рукописи, чтобы показать журналистам. Благодаря дружбе с местными мусульманами все легко достать, потому что, на самом деле, не нужно глубоко копать, чтобы это изучать. Вот. И как я уже говорил, что Казань, конечно, это такой центр притяжения для тех, кто занимается исламской книжностью и татарской рукописной традицией. В течение
второй половине 20 века существовали специальные экспедиции Казанского университета, которые занимались тем, что мы приобретали рукописи у населения. Надо сказать, что существовало на протяжении веков, да, существовали образовательные центры у татар. О них мы тоже немножко еще поговорим, как это вот более детально выглядело медресе. Причем здесь важный момент. Очень часто можно встретить такое мнение, что ну, вот татарская культура, она такая сельская, там в деревнях, так сказать, то, что происходило, и оттуда, значит, из деревни, потом, когда началась урбанизация, все это перевезли в город. Короткий ответ на это утверждение – нет. Да? Собственно, татарская культура в том виде, которую мы ее знаем по источникам и по материалам, она сама по себе та культура, которая вышла из золотоордынских городов. Она урбанистическая сама по себе. Да? Я должен сказать это слово урбанистическое во время этого проекта. Вынесена из золотоордынских городов. И по ряду факторов, безусловно, татары вынуждены были жить не в городах какое-то время. Но уже с 17 века мы наблюдаем процесс появления татарских слобод в русских городах. Да? И здесь тоже там легко можно назвать. Самый, наверное, знаменитый пример — это татарская Каргала под Оренбургом. Кто-нибудь был там? Или слышал, может быть? Да, вот татарская Каргала, это очень вам рекомендую. Те, кто любит ездить по стране, или пока еще нет, но хочет, рекомендую съездить в татарскую Каргалу. Это пригород сейчас Оренбурга, с мощной, просто потрясающей, бьющей ключом высокой татарской культурой. Это мечети, да, которые там появились в середине 18 века. Это огромное кладбище с великолепной орфографической эпиграфикой, со стихами на этих камнях. Да, то есть рукописная традиция, которая известна была в этих местах. Там десятки, наверное, богословов и ученых, которые преподавали в этих местах. То есть, ну, это не чак-чак с чем там еще, с тюбетейкой, да. То есть это более серьезные вещи. И как только появляется возможность, начинается экспансия, да, вот этой культуры в город. Поскольку, по сути, культура это имперская. Она не может она быть замкнутой в узких таких вот пространствах, когда тебе дают гармонь и говорят, что вот на вот это вот тебе, значит, культура твоя, больше ничего. Как видим, да, достаточно посмотреть на источники, большой репертуар жанров, который был доступен, и территориальная экспансия этой культуры. И, конечно же, когда мы говорим о рукописной традиции и о книжности вообще, занимаемся этими материалами, то надо сказать, что не только, конечно, существовала целая плеяда выдающихся людей, материалы, там, наследие которых известно нам сегодня. Это Реза Фахретдин, это целый ряд других ученых, богословов, мыслителей, философов. Но и когда и в этом, наверное, сложность работы с татарской книжностью в том, что очень много или бесконечное множество, как здесь я написал, неизвестных имен. Каких-нибудь обычных людей, которые писали письма, которые переписывали этические произведения для себя или для своих детей, которые просто не мыслили свою жизнь без письма. Особенно вот контрастно это внутренне обусловленная необходимость книжности, тяг к книге и знанию, она проявляется в советское время. Когда, казалось бы, ну все, нет никакой инфраструктуры. Ни тебе учебных заведений, да, в которых бы это культивировалось, ни тебе арабской графики, ни тебе языка, к которому все привыкли в этих источниках. Все. К чему это все писать? Нет, люди продолжали. Люди продолжали до своей смерти писать, продолжать все эти жанры. Можно было, оказывается, еще в 60-е и 70-е годы застать людей, которые практиковали исламскую магию или исламскую медицину, переписывая эти тексты, да, при Брежневе. Или переводили Коран тоже в советское время. В советском Ленинграде переводили Коран на татарский язык арабской графикой. Да? Вместе с полетами Гагарина в нашей стране происходили вот и такие вещи. На следующем слайде можно видеть небольшую заметку
из рукописи, принадлежавшей Шахабуддину Марджани. То есть вот это вот его рука. Шахабуддин Марджани был одним из тех людей среди татар, который, похоже, сам собой говорил на арабском языке. Он думал по-арабски. Да? То есть вот его степень образованности и культурная ориентация. Да? Вот мы с вами до этого говорили, вот какой язык ты используешь, какую ты аудиторию имеешь в виду, так ты, так сказать, так ты и действуешь. Вот Шахабуддин Марджани, для тех, кто не знает, это выдающийся татарский богослов, историк, родившийся в первой половине 19 века, умерший в конце 19 века, оставивший после себя довольно большое количество трудов. Так вот, в одном месте в своих трудах он упоминает мечеть, построенную в Новом Альметьевске. Тогда не Альметьевск, конечно, Альмет, вот здесь написано. И информацию дает по этому поводу, что вот, мол, там была построена мечеть, таким-то, таким-то, имамом был тот-то и так далее. Ну, мне показалось это интересным, но здесь сразу возникает проблема. Вообще занятие татарскими рукописями очень проблемное, хлопотное занятие. Мне, конечно, когда я это увидел, стало приятно и заинтересовало меня, что да, вот в Альмет, в этом населенном пункте была мечеть и так далее. Но что такое Альмет аль-Джадид? Вот здесь написано Альмет аль-Джадида, то есть вот по-арабски новый Альмет. Есть Альмет старый, Иске Альмет. Насколько я понимаю, он находится возле Нурлата, правильно, да? Вот, вы можете меня поправить. Есть еще Иске Альмет здесь, в Альметьевске, да? Есть как бы старая часть Альметьевска. А что такое Альмет аль-Джадида? Да, что такое новый Альмет? Что имеется в виду? И надо сказать, что такого рода запинки, что ли, они, с одной стороны, требуют знания очень хорошего вот всей этой топонимики, нужно знать, да, какие, когда места появились и как они могли называться. Во-вторых, очень большая сложность бывает из-за того, что татарские населенные пункты имеют одинаковые названия. Например, можете свои примеры тоже привести. Я знаю, наверное, 4 деревни или 5, которые называются Казаклар. В Буинске где-то еще, в других местах есть. И когда мы видим в рукописях упоминание Казаклар, то, так сказать, это вот пальцем в небо, что имеется в виду. Да? Но, тем не менее, что-то вроде Альметьевска и Альмета в рукописях присутствует. На следующем слайде я вам хотел показать примерно географию, о каких местах, что-то видно, наверное, да, здесь, в каких местах идет речь. По моим ощущениям, вот этот регион между Нижнекамском и Уфой, и, соответственно, Альметьевском посередине, в плане развития исламской книжности и рукописной традиции, и богатства вот этих материалов, он, конечно, особенный. То есть можно выделить, безусловно, вот регион Спасского уезда, да, то, что вот вокруг Булгара, это такая древняя часть развития книжности. И, соответственно, в этом же регионе надо держать в уме, что здесь большое скопление надмогильных камней древних, да, там, эпохи Булгара, эпохи Золотой Орды. Но то, что касается именно вот рукописей, очень много производства было книг, именно рукописных, на протяжении последних 3 веков, вот на расстоянии между Уфой и современным Нижнекамском. Поэтому для историков, конечно, это такой клондайк. Это то место, куда, безусловно, чем нужно заниматься и куда мы ездим. На следующем слайде я хочу вам привести пример того, как какие-то местные материалы, которые мы, исследователи, находим, можно поместить в широкий контекст. Да? То есть есть такие уровни. Да? Какой-то архив может быть интересен тем, что он связан с конкретным человеком, его судьбой, какими-то перипетиями истории там, страны и так далее, репрессиями, может быть. А есть тексты и материалы, особенно массовые, используя которые можно показать некий культурный процесс. Так вот, несколько лет назад здесь, в Альметьевске, была обнаружена коллегами рукопись некоего Хайдара Халилуловича,
бин Халилулла аль-Елгауи. Рукопись конца 19 века или начала 20-го, которая показывает процесс переориентации татар от персоязычной культуры, плов, персидский язык, поэзия, суфизм, к арабской культуре, к арабоязычному пространству. И именно по этому тексту, по этой рукописи очень хорошо это видно. Такая прекрасная иллюстрация. Сам этот Хайдар аль-Елгауи, он учился где-то на Ближнем Востоке, там не указано где, но в то время популярными местами обучения были Дамаск, Каир, Медина. И что важно, эти же места остаются популярными сегодня. Да, то есть вот тот парадигмальный сдвиг, который мы наблюдаем в конце 19 века, он по-прежнему актуален. Да? Почему сегодня мусульмане предпочитают ездить туда, за границу? Потому что вот у этого есть своя история. С этим поворотом связан целый ряд изменений, которые мы видим в рукописях. В первую очередь это престиж арабской поэзии. Обучаясь вот на Ближнем Востоке, было важно, если человек глубоко погружается в то, как создаются арабские стихи. Хадисоведение очень подробно начинает изучаться именно в это время. То есть вот до конца 19 века татары особо хадисами не интересовались. Кто-нибудь знает, что такое хадисы? Да, высказывание пророка Мухаммада, да? И в мусульманской литературе существует целое направление, когда это практически изучается вот как такая дисциплина. И коранических наук. Коранические науки тоже взлетают у татар вот с конца 19 века. Все переводы и толкования Корана, которые мы сегодня знаем, практически все, за небольшим исключением, это продукт этого вот промежутка времени между концом 19 века и современностью. До этого времени особо Коран не переводили и не толковали. То есть были классические толкования на арабском языке, но на татарском языке толкований не было практически, там за двумя исключениями. А с конца 19 века это целая волна. Муса Абигиев, Иман Холы и другие, Абдульбари Исаев. Целая волна людей, которые начинают этим заниматься. Почему? Вот это влияние арабской традиции. Соответственно, если у нас одна сторона развивается, персоязычная культура постепенно начинает угасать. Не только в плане того, что исчезают тексты на фарси. В одной рукописи я видел беспомощную такую заметку. Там идет традиционный текст, который переписывался татарами в течение столетий, и написано «Минь мане онламы». То есть я этого не понимаю, я не могу это читать. Где-то к 1930-20 годам уже даже носители, да, вот этой книжности, они персидскую литературу, так сказать, что-то непонятное. Сухраварди? Не-не-не. Нам, пожалуйста, Аль-Газали, нам, пожалуйста, хадисы, нам, пожалуйста, тафсир, вот такого плана. И в течение 20 века начинает исчезать, приходит в упадок суфизм у татар, связанный с почитанием святых мест, связанный с определенными ритуалами, с определенной, опять же, как бы культурой суфийской такой. Да? Об этом я могу читать отдельную лекцию, это намек. Сейчас об этом подробно не будем говорить, но вот просто чтобы показать, что происходит вот такая интересная тенденция. И чтобы увидеть это, да, нужно приехать в Альметьевск и найти вот такой текст, который очень явственно показывает нам этот культурный поворот. То, как мы сегодня представляем татарскую культуру, во многом мы ее видим в том числе как последствия этих культурных изменений. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь мы видим как раз вот некоторые изображения из этой рукописи. Казалось бы, что такого? Ну вот сборник таких интересных текстов. Все по-арабски, ни одного слова по-персидски нет. Что интересно, это очень такая характерная татарская черта. Автор этого сборника перечисляет свою родословную. Хотя, казалось бы, там ничего личного в этом тексте нет, там такие богословские абсолютно сочинения, он приводит родословную, в которой вот очень много, так сказать, имен приводится. Что, конечно, сигнализирует нам, да, о том, какие категории были важны и релевантны для татарской культуры. То есть вот знать свою родословную вглубь и как-то ее артикулировать, это было очень
почетно и релевантно для вот этой культуры. Как раз вот на следующем слайде я вам хотел показать такой пример. Рукопись середины 19 века по мусульманскому праву, в которой переписчик, вот представьте себе, да, человек переписывает книгу там в 300 страниц. Закончил он писать и говорит, что вот такая-то рукопись, переписал это я, такой-то, и потом идет 11 поколений его предков. Казалось бы, к чему это, да? Но здесь такой важный момент, что, опять же, вот эта рукопись из одной из мечетей в Альметьевске, среди своих, или точнее своим первопредком этот переписчик середины 19 века считал святого Пахлеван-Ата в Хорезме, в современном Узбекистане. Это очень интересный такой момент, который нам как бы дает почву, опять же, для таких вот интересных размышлений. Ага, значит, в какой-то момент были миграции, да, вот, семейств, которые считаются в Средней Азии священными, которые либо ассоциируются либо причитаются как потомки пророка Мухаммада, либо как потомки каких-то уважаемых святых, либо как первые герои-исламизаторы. В Средней Азии распространены такие легенды про великих богатырей, которые давно-давно распространяли ислам в этих местах. Так вот, похоже, этот переписчик, который жил здесь в середине 19 века, он себя ассоциировал с этими легендами, с этой культурой и с этим регионом, что довольно интересно, да? То есть это разнообразит наше представление о том, как выглядел вот этот ландшафт культурный в этих местах. То есть какие-то были пришлые группы, да, которые участвовали в формировании местной книжной культуры, высокой культуры. И потом, значит, они как-то вот участвовали в этой артикуляции. Либо там на Передний Восток, либо наоборот назад в Среднюю Азию. Такого плана. Я, между прочим, сказал или не сказал умное слово «колофон». На следующем слайде я попытаюсь его объяснить. Для специалистов по рукописям, наверное, колофон является одним из таких самых информативных элементов текста, помимо содержания, конечно. Это часть текста, обычно в конце, в которой переписчик указывает, что это за произведение, кто его автор, когда оно было написано, и потом пишет про себя, что я такой-то, факир, там, нуждающийся в вашей мольбе, там, Фулянович Фулянов, переписал эту рукопись тогда-то, тогда-то. И указывает зачастую свою низбу. Низба — это часть имени, которая может быть связана либо с родом, да, то есть когда вот, то, что сейчас у нас фамилия, это могла быть низба раньше, либо связана с происхождением, да, либо связана с местом проживания. Например, вот в татарских рукописях очень часто распространен такая низба аль-Булгари, то есть человек, который из Булгара. Люди, которые творили и жили в Казани, они подписывались аль-Казани или, скажем, аль-Альмати, да, из Альмата и так далее. Почему это важно? Опять же, если здесь два момента. Первый момент связанный вот с этими низбами. Низбы отражают очень хорошо тот мир, в котором пространственно жили люди. Это немножко, может быть, сложно сейчас понять, но сейчас попытаюсь объяснить. Вот мы мыслим с вами регионами, населенными пунктами, которые есть на карте. А в рукописях мы видим артикуляцию географии, которая не существует на карте административной. Никакого Булгара, как территориальной единицы, не существовало в 19, 18, 17 веках. Не было его. Да? Но в рукописях мы видим, что Булгар есть, потому что люди себя с ним ассоциируют. Хороший пример, который я часто привожу студентам, это Джабалистан. Джабалистан. Знаете, что такое Джабалистан? Когда-нибудь слышали про Джабалистан? Сказочную страну Джабалистан. Она не так далеко от нас находится. Джабаль по-арабски это гора. Да? А страна гор. Страна гор по-арабски Джабалистан, а по-татарски
Тауяжа. Да, то есть вот там другая сторона Волги, где Буинск, где Шупрале, вот эта вот часть. Ее в рукописях называли Джабалистан. Вот Марджани в своих текстах никогда не говорит Тауяжа. Он говорит Филь Джабалистан. Что вот в Джабалистане такие-то, такие-то, такие-то. Ни на одной карте мира Джабалистан не существует. Так же, в принципе, как и Тауяжа. Да? То есть это культурная география. Это тот мир, в котором люди живут, но его нет. Да? И поэтому вот эти как раз низбы, их изучение, оно очень важно для того, чтобы немножко залезть в мировоззрение людей, понять, в какой матрице они живут. Это то, что касается пространства. И часто, кстати говоря, естественно, эта матрица пространства, она не совпадает с привычной нам административной картой. То же самое можно сказать про время. И в рукописях, и на надмогильных камнях на протяжении столетий можно наблюдать такую немножко шизофрению, когда датировка идет на двух календарях. По христианскому летоисчислению и по хиджре, по мусульманскому летоисчислению. Можно подумать, как бы, ну тоже, да, что такого? Это исследователи все проблематизируют и говорят, почему. Но на самом деле это тоже некий инструмент для того, чтобы сделать некое высказывание. Ведь можно же сделать все просто. Каким календарем пользуетесь, такое укажите. Но в том-то и дело, что это такая двойственность хронометража или двойственность хронотопа, это так называется в науке, когда люди живут одновременно в двух временных плоскостях. Люди живут и в XIV веке, и живут в XIX. Люди живут в Джабалистане и в Буинском районе Республики Татарстан. Опять же, да, вот когда я говорил про гибридность, что есть много языков, которые в рукописях присутствуют и были доступны для людей, так еще и вот такие моменты существовали, да, что можно выбирать, в каком ты мире вообще живешь. Ты живешь в Российской империи или не живешь в Российской империи? Ты живешь в Буинском уезде. То есть, да, вот сейчас модно говорить про внутреннюю миграцию. Это такая татарская миграция. Мы живем в Джабалистане, мы не живем в Буинске, да? Хозяйки на заметку. Следующий слайд касается вопроса грамотности. Можно называть цифры, да, говорить, что там то писали, сё писали, а потом какой-нибудь человек поднимает руку и говорит, ну неужели все были грамотные? Наверное, был какой-нибудь мулла, да, и все за всех делал. Ну, это сложно сказать. Во-первых, нужно иметь в виду, что существовала сеть медресе еще со времен Золотой Орды. В Золотой Орде все было нормально. Существовали, так сказать, каменные медресе, существовали богословы, даже труды сохранились. Вот. Но настоящий взлет книжности и исламского образования в Российской империи, он произошел в XIX веке, когда мы сталкиваемся там с сотнями, наверное, медресе вот, по всей стране. Конечно, нужно иметь в виду, что медресе, оно может быть вот так вот оно могло выглядеть. То есть сидит человек один, и у него много там, ну, может быть много, может быть немного последователей, и они постоянно, регулярно к нему приходят. И это медресе. Медресе может быть небольшим. Вот 4 человека здесь сидят, и они изучают какую-то дисциплину на протяжении 10-20 лет. Это тоже медресе. Преподаватель умер, похоронили его, и медресе прекратил существовать. Или там местный бай из Татнефти сказал, что больше денег нет, медресе закрылась. Другой момент, это, конечно, нужно иметь в виду, что не только мужчины писали. Да? Сейчас модно говорить про гендерные исследования, я тоже хотел про это рассказать. Женщины были образованные, и, может быть, это не так исследовано хорошо, но даже иногда по почерку можно понять, писала это женщина или это писал мужчина. Какие-то жанры, может быть, тоже. То, как относились к рукописям мужчины и женщины, тоже разнилось. Но тот факт, что женщины, точно так же, как мужчины, участвовали в процессе производства книжной культуры, это безусловно. Один смешной момент могу вам рассказать. В Институте восточных рукописей в Петербурге я одну рукопись листал, серьезный такой фолиант, там, значит, что-то такое про суфизм, там, по-моему, на персидском языке, очень так мелко написано, потом бац, текст прерывается, и на весь разворот там какой-то орнамент такой симпатичный, все это так нарисовано, значит, и корявым почерком слева написано по-татарски там
знайте, что писала это Хадича. А внизу написано тем же почерком, который до этого переписывал книгу. Тому, кто испортил эту книгу, Аллах Тааля пусть руку, и там дальше затерто. Вот. Так что девушки участвовали в производстве рукописной традиции, так или иначе. Конечно, средней температуры по больнице тоже не может быть. Можно сказать, как в советские годы это делалось. У татар была высокая грамотность, в каждом доме были книги и так далее. На самом деле, если подходить к этому серьезно, то грамотность, конечно, разнилась территориально и хронологически. В каких-то местах можно сказать, что там книжность и грамотность появилась только в начале 20 века. В других местах мы видим длительную традицию, которая могла там как-то варьироваться, изменяться. Например, в Башкирии есть такое село Стерлибаш. Кто-нибудь слышал? Стерлибашево. Весь 19 век это был такой татарский Гарвард. Все ездили учиться туда. А где-то примерно с конца 19 века, там, в 20 веке происходит постепенно снижение его значимости, люди переезжают в другие места, в Троицк, в Казань и так далее. Да? То есть тоже вот такие волны. И опять же, что значит быть грамотным? Умение поставить свою подпись, умение наизусть декламировать тексты какие-то или умение творить. Скажем, в том же Стерлибаше был известен такой Шамсиддин Заки, слепой поэт. Он оставил довольно много стихов, и он был абсолютно слепой человек. Он знал наизусть Коран, и от него осталось то есть он был частью книжной культуры, при этом без возможности писать и видеть. Это часть грамотности или нет? В советское время, конечно, со всей этой культурой, вот о которой я говорю, произошла серьезная драма. В 20-е годы все тюркские народы Советского Союза были переведены сначала на латиницу, а в 30-е годы с латиницы, через 10 лет, да, с латиницы на кириллицу, на кириллическую графику. Это привело к катастрофическому последствию. То есть фактически все это наследие, по которому я сейчас вам говорю, в один момент становится непонятным для молодежи. Вот представьте себе, ты потратил всю жизнь для того, чтобы сохранить, приумножить, поднять, развить, а потом Силинг Болан и Онуклар и так далее, они вообще не понимают этого. Не то, что там, да, как я про персидский говорил, что я не могу читать по-персидски. Ну не читай по-персидски, а вот это-то хотя бы ты можешь? Вообще, да? То есть для современного нашего общества эти все книги, вот это точно экзотика, конечно. Но это субъективная экзотика, потому что если ты знаешь, что это, то абсолютно... Я не видел никогда человека, татарской культуры, которому, когда объясняешь, что там, приводишь примеры, чтобы абсолютно остался безразличным. Это всегда какие-то вибры, которые внутри все равно заложены. Бабушка рассказывала, видел ты это, ты слышал эти стихи, ты знаешь, что такое Касай Юсуф, да? Это все равно заложено. Но доступа к этим текстам и доступа к этой богатейшей традиции практически нет. Так. И еще несколько примеров я хотел привести, хотя у нас уже время особо не осталось, но так галопом по Европам. Следующий слайд, пожалуйста. Это небольшой такой архив, который уже я сам нашел в Альметьевске в прошлом году, по-моему, или в этом году. Архив Абдусабура Абдушукура Валиева. Интерес заключается в том, что следующий слайд. Он показывает, что даже в позднем Советском Союзе эта традиция, эта книжность, эта высокая культура продолжала существовать. Я сам 1987 года, и в 1987 году дедушка Абдусабур здесь, в старом Альметьевске, в этом небольшом поселке, продолжал писать на арабской графике в той же стилистике, в том же плане, в том же, так сказать, русле, используя тот же набор инструментов, тот же язык. Это все было вчера, там, здесь, точнее. Это все существовало. И до сих пор можно к этому прикоснуться. И я специально выписал, это первая страница одной из его тетрадей, в которой написано «Бужи ханда
мәңге калмас һичбер адам гәүдәсе. Ядкар булып сезгә калсын каләмемнең шәүләсе. Абдус-Сабур бин Абдуш-Шукур. 87 ел, 4 апреля. Да, то есть не останется на этом свете ни единое тело человека. Пусть будет напоминанием, останется тень от моего каляма. Сидел, понимаешь, дедушка, такой философ вальметьевский. И совершенно отчасти бытовые записи, но и не только. Он под таким личностным, духовным, философским девизом оставил нам. И здесь тоже вот и переписчик тоже присутствует, то есть это копия с оригинала. Мы можем видеть, что даже в позднем Советском Союзе происходила некая циркуляция этих текстов. Дальше следующий слайд. Это небольшая у нас такая библиотечка вот с такими рукописями. Кто-то из вас наверняка может здесь угадать, а у нас дома это есть. Вот всякое такое. Здесь это как раз хикаяты, такие сборники рассказов на татарском языке, художественная литература. То есть маленьким детям на ночь читали не тукая, а читали традиционную такую этическую литературу, в которой повествовалось о том, что такое хорошо, что такое плохо, во что маленький человек должен верить и как устроен этот мир. Да? И, наверное, следующее, да, тоже коротко про письма скажу. Следующий слайд. Письма — это тоже целый мир. Огромные. Сейчас мы перестали писать письма практически. Все пишут «спс» в WhatsApp. Вот. А еще, собственно, вчера и многие века до этого, у татар жила эпистолярная традиция, эпистолярная культура, которая, как и все, наверное, у нас, уходит своими корнями в Золотую Орду, со своим формуляром, как должно писаться. Да? Если вот люди старшего поколения помнят еще какие, может быть, элементы. Ход баши, да, там даже обязательно. Нужно спросить, как дела у соседа, да, салямнер, там половина первой страницы это вот там, без аибет, там кошки, собаки, моллар, все в порядке. Вот. Иногда бывает так, что, собственно, в этом письме никакого содержания нет. И после салямов говорится, что, увидимся там. Я книгу передал Ахмету, заберешь у нее. Вассалям. Вот. Тем не менее, вот чем это интересно для меня, как для историка, и что я изучаю сейчас с группой исследователей в Амстердамском университете, это прямая речь обычных людей в бытовой обстановке. То есть даже вот мы про Марджани говорим, или про Резу Фахриддина и про других, мы, может, их знаем как каких-то космических супергероев, у которых они интересовались какими-то науками, а какими были они людьми? Что их интересовало в быту? Кто любил пить молоко, а кто любил чай? А кто чай не любил и говорил, что это напиток кафир? Или в таком духе что-то, да? То есть этот пласт бытовой культуры, он очень богато представлен в переписке. Причем вплоть до каких-то на грани. Народная культура, она всегда, конечно, особенно у татар, наверное, у всех, с ее неприличными пословицами, поговорками, какими-то намеками на грани фола. Это все в стихах, и в письмах это все есть. И предпоследний слайд, Ксения, предпоследний слайд, собственно, для любопытного читателя, особенно для молодежи, я хотел бы порекомендовать, собственно, что можно дальше посмотреть, поискать, если, конечно, я сумел затронуть какие-то вибры вашей души. Специально для вас есть 2 курса на Арзамасе. Арзамас — это такая образовательная площадка в интернете. Один курс истории исламской литературы, где я усыпляющим голосом рассказываю про бытование ислама у татар. И краткая история татар, где Чулпан Хаматова более красивым голосом рассказывает про историю татарского народа, коротко. И там же на Арзамасе можете найти материал, которым я очень горжусь, мне он нравится, самому я его часто перечитываю. Он посвящен культурным категориям у татар. Что такое озатлык и как он отличается от хуриета и реклика. Да, это 3 слова, которые друг на друга содержательно не похожи, хотя все переводится свобода. Хуриет, азатлык и реклик. Вот, посмотрите.
И последнее, на чем я хотел сегодня остановиться, у нас с вами час пролетел незаметно, для меня, по крайней мере. Последний слайд. Вот я сижу в своем кабинете, изучаю эти рукописи, выезжаю время от времени в поле, общаюсь с людьми. И благодаря проекту по преобразованию городского пространства в Альметьевске и размышлениям о том, как это пространство может выглядеть, в чем его ценность и перспектива, на одной из улиц появился вот такой замечательный мурал. Кто-нибудь видел его уже? Видели. Наверняка уже проклинали авторов по поводу того, что «Будь счастлив» — это не Котлбул сон и так далее. Я слышал, что разворачиваются филологические баталии. Я думаю, что татарам хорошо известно это, да, что у нас любят все специалисты по татарскому языку, и всегда начинается, что там нельзя говорить «сеннесес», нельзя то, нельзя это так переводится, это так переводится. Вот. Но, тем не менее, вот этот мурал, он такое воплощение, соединение того, чем занимаются исследователи. Да? То есть вот здесь на бэкграунде, на фоне можно видеть золотоордынские монеты 13 века, на которых уже тогда чеканилась эта фраза «Котлбулсон» на медных монетах эпохи Золотой Орды. Конечно, тогда эта фраза не означала «поздравляю», как она сейчас означает, да? Или там не было пожеланием, чтобы там эта одежда была хорошей. В принципе, эти монеты и это благопожелание символизировало в себе символический обмен благодатью. Барака. Баракат. Благодатью. Эта благодать как раз вот в благопожелании Котлбул сон она содержится. И я думаю, что в последующем такие проекты и такие объекты будут появляться и в Альметьевске, и, может быть, в других городах. И мне кажется, это важным не только как для историка, но и как рядового гражданина. Это связь между исследованиями, наукой, арт-культурой, улицей, бизнесом, администрацией и простыми людьми, с тем, что мы наполняем мир, в котором мы живем, смыслами, которые каждому из нас о чем-то напоминают. Или дают нам возможность, так же как переписчикам рукописных книг 19-18 веков, строить из этих элементов что-то свое. Спасибо. Если будут какие-то вопросы, я буду рад на них ответить.